Мой город, моя родина Назрань, но как отдать мне уважение дань? Тебе, что стало сердцем и душой, для тех, кто не дышит за тобой. Тот свет и ныне заревом горит, и мой язык без устали твердит. Живи и здравствуй, город мой родной, моя Назрань, я так горжусь тобой. Назрань – административный центр Назрановского района, самый крупный город Ингушетии с населением более 100 тысяч человек. Городской статус Назрань получил еще в 1967 году. До 2000 года город исполнял роль молодой столицы республики, пока административный центр не был перенесен во вновь построенный город Магаз. С 1995 года Назрань является самостоятельной территориальной единицей Республики Ингушетия. В настоящее время вся Назрановская долина входит в черту города. Он состоит из 6 округов – Центрального, Насыркорского, Альтиевского, Гамурзиевского, Барсукинского, Плиевского. По территории Назрани протекают реки Сунжа и Назранка. Легендарным основателем Назрани является выходец из Ангушта Кырцхал Арцханович Мальсагов. Он первым поселился на берегах матери Назрани, сердце теперешней равнинной Ингушетии. По легенде, на месте будущего поселения Кырцхал Мальсагов привел предназначенного для жертвы белого быка и стал молиться. Во время молитвы бык сам встал на колени, и с неба полил дождь, что, по мнению ингушей, было проявлением милости Всевышнего и послужило предзнаменованием, что эта местность не будет завоевана врагами. Здесь Кырцхал и основал Назрань. В дань памяти этой легендарной личности в Назране был открыт сквер. Образ Кырцхала верхом на коне стал одной из главных достопримечательностей не только Назрани, но и всей Ингушетии. Официальной датой основания Назрани является 1781 год. Ингушский сторожевой пост, расположенный в междуречии Сунжи и Назранки, был нанесен на карту дивизионным квартмейстером русской армии Штедером, которому было поручено провести картографическую работу в этих краях. Впервые в официальном документе Назрань упоминается 5 июня 1810 года. Основная задача, которая передо мной стояла, это было определение даты основания Назрани. Но я тогда в своей монографии предложил считать дату основания Назрани 1810 год, хотя официально была признана другая дата, 1781 год. Но потом уже вот недавно были обнаружены, я там писал в книге, что когда будут обнаружены новые документы, которые могут удревнить Назрань, вот тогда я могу согласиться. И были обнаружены документы, которые говорят о том, что еще в 1795 году уже существовало поселение Назрань. Ингуши называют Назрань Нана-Няцари, мать Назрань. На землях долины Назрани люди живут с глубокой древности. Первые поселения на этой территории относятся к 40-му тысячелетию до нашей эры. Здесь зафиксированы многочисленные памятники 3-1 тысячелетия до нашей эры. Тяжелые исторические периоды, когда территорию захватывали более сильные завоеватели, жители Назрановской долины уходили в горы, но при первой же возможности возвращались на родину. На всем протяжении древности здесь жили люди, есть памятники, относящиеся к эпохе железа, к аланскому времени. Очень много городищ, которые были разрушены в период монгольского нашествия. Памятников очень много на территории Назрани, потому что эта территория, прилегающая к Дарьяльскому ущелью, всегда была стратегически важной территорией. Здесь было очень выгодно жить. По этой территории проходили ветви Великого Шелкового пути, и поэтому люди с глубокой древности обживали эту территорию. По количеству памятников эта территория Назрановского района на квадратный километр, наверное, это самая богатая территория в мире, потому что здесь, где только не вырыешь яму, обязательно натыкаешься на памятник, или погребальный памятник, или жилище, поселение.
городище. В 2006 году известный ученый, краевед, историк и, главное, житель Назрани Нурдин Кадзоев написал книгу, посвященную городу, а работа так и называется «Город Назрань». В этой монографии автор передает историю Назрани с глубокой древности до настоящего времени. Историей города Назрани я впервые занялся еще в 90-х годах. Было написано несколько статей, посвященных дате основания Назрани. Еще в 95-96 годах выходили в основном в наших газетах «Ингушетия Сердало». А в 98 году вышла брошюра у меня «История Назрани», небольшая брошюра. А потом уже, когда уже материалы начали набираться по истории Назрани, я решил сделать монографию объемную. И в 2006 году эта книга у меня вышла «Город Назрань. Исторический очерк». В этой книге у меня изложены истории Назрани с каменного века по сегодняшние дни. Как и любой крупный город, Назрань имеет свой герб. Он представлен в виде французского щита зеленого цвета, как олицетворение ислама. На щите изображен двуглавый орел с распростертыми крыльями, как возвышенное устремление, а внизу ветка акации, как символ Назрани. Администрация планирует создать флаг и гимн города. Любая республика, регион, город на сегодняшний день по закону должны иметь свою государственную символику. Город Назрань в этом плане тоже не исключение. У нас есть свой герб, на котором стоит орел с развернутыми крыльями. И внизу ветка акации. Акация – это символ города Назрань. Красивое дерево с красивыми цветами, красивым запахом. Вот с сегодняшнего дня мы запускаем в интернет-пространство обсуждение. Просто даем для общества вот такой посыл. У нас 3 варианта флага города Назрань. Мы их выставляем на медийное пространство и будем в течение месяца принимать высказывания, предложения, замечания наших горожан по поводу изображений, символики на этих флагах. И примерно через месяц, скорее всего, примем окончательное решение, и у нас будет окончательный вариант флага города Назрань. В скором времени у нас выйдет, наверное, вот это обсуждается, можно сказать, гимн города. Это будет песня, посвященная городу. То есть на мероприятиях городского масштаба мы будем начинать свою работу вот с этого музыкального произведения, посвященного нашему городу. Сегодня Назрань – самый крупный промышленный город со сложившимися социально-экономическими отношениями и своей инфраструктурой. Он является главной магистральной точкой соединения всех населенных пунктов Ингушетии. Так, на территории города находится автостанция республиканского масштаба. Междугородние автобусы выполняют рейсы между Назранью и Ставрополем, Кисловодском и другими северокавказскими регионами. Вблизи города проходит федеральная трасса М-29 «Кавказ», ведущая в Краснодар и на государственную границу с Азербайджаном. Недалеко от автовокзала расположен и железнодорожный вокзал. Он был открыт 1 мая 1893 года, что стимулировало развитие всего региона. Железнодорожное сообщение связывает Назрань с Москвой, минеральными водами, Адлером. Железная дорога была проложена через Назрань в 1893 году, и при вокзале возник небольшой поселок. То нужно учитывать, что первое поселение было основано в районе крепости. Потом в конце 19 века была проложена железная дорога, построен вокзал, и вот при вокзале возник такой небольшой поселок, состоявшийся в основном из домов купцов.
Современная Назрань динамично развивается. Практически за несколько лет город неузнаваемо изменился. Значительно возросла численность населения, что приводит к строительству новых социально значимых объектов – жилых многоэтажных домов и микрорайонов. На сегодняшний день у нас ведутся работы по строительству жилого фонда. По линии фонда реформирования ЖКХ в этом году начинается вот сейчас работы по возведению 8 высотных домов 9-этажных в районе 105-го массива. Глава республики выезжал на этот земельный участок, дал распоряжение, и администрация города уже приступила к этим работам. Этот микрорайон будет застраиваться полностью и социальным блоком, и всеми объектами, жизненно необходимыми объектами. Помимо этого, непосредственно в городе у нас сейчас заканчивается строительство 3 12-этажных домов, 1 9-этажный дом. Строительство его закончилось, идут работы по благоустройству. Назрань – республиканский центр промышленности и торговли. Здесь шумят многолюдные рынки. Крупной торговой точкой республиканского масштаба стал рынок, именуемый «Фабрика». Он сложился на месте бывшей трикотажной фабрики, в связи с чем и закрепилось такое название. Сегодня за счет инвестиций, которые вкладывают в город, строится завод по производству автобусов южнокорейской марки «Daewoo Bus». За эти последние 1,5-2 года инвестиционный портфель города Назрань, который был равен нулю, сейчас составляет порядка 4 миллиардов рублей. Эти средства были привлечены и руководством администрации города, и той политикой, которая проводится сегодня в республике. Как говорит глава администрации, мэр города Назрань Аль-Хаим Тунгоев, деньги идут туда, где есть стабильность и тишина. Мне отрадно отметить, что у нас сегодня обстановка удовлетворительная. Боюсь сказать, что она хорошая. Люди вкладывают свои личные средства в наш город, вкладывают и в строительство, и вкладывают и в производство. Например, к нам пришел крупный инвестор, он представитель Казахстана, сам этнический ингуш. Он привел в город, в республику, южнокорейскую фирму Daewoo. И в этом году, скорее всего, летом будет первый выпуск сборки автобусов Daewoo Bus Ингушетия. Мы говорим Daewoo Bus Назрань, потому что производство будет в городе Назрань. Развитие частного предпринимательства – одна из широко развернувшихся сфер деятельности на территории города. Уникальной и неповторимой в мировом рынке производства стало предприятие «Шади». Житель Ингушетии Ахмед Шадиев долгие годы жил идеей разработки технологий по обработке рыбьей кожи. И это ему удалось. Во многих странах мира велись лабораторные исследования по разработке методики обработки, но лишь Ахмеду в домашних условиях удалось это сделать. Ахмед много лет назад изобрел технологию выделки рыбьей кожи, которой не могли добиться даже ведущие заграничные компании. В одной только Испании 8 компаний пробовали выделывать рыбью кожу, и в конце концов вынуждены были закрыться, потому что не могли выдать на гора продукт, отвечающий тем нормам и требованиям, которые предъявляются к такого вида продукции. Ахмед добился этого, и на сегодняшний день лаборатории, которые делали анализ рыбьей кожи производства «Шади», подтверждают ее уникальность в том плане, что химический состав, прочность и вообще характеристики этой кожи превзошли все ожидания. Вот. Сзади меня вы можете увидеть картины, которые сделаны из рыбьей кожи. Есть у нас в Ингушетии и в Назране люди талантливые, которые занимаются вот такого рода творчеством. Кроме того, компания «Шади» благодаря качеству своей продукции в последнее время стала пользоваться большой популярностью у иностранных производителей. В частности, компания «Шади» заключила контракт с ведущей испанской компанией «Мачини Байбасико», которая находится в городе Эльда и имеет свои торговые представительства в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже. Владелец этой компании был в гостях в Назране, у «Шади», и заключил контракт с ним на производство кож-галантереи из рыбьей кожи. И каждый вид своего изделия
эти две компании отмечают вот такой вот этикеткой, где на главной, как говорится, стороне присутствует эмблема Шади, и на второй эмблема обеих компаний, и текст на двух языках гласит, что это изделие из натурального продукта рыбья кожа, отвечающая всем требованиям. Я думаю, тем конечным потребителям это будет интересно и приятно, тем более, что все это произрастает из Ингушетии, из города Назрань. Мне подсказывают, единственный человек в мире, который когда-либо взялся выделывать кожу кальмара, это Ахмед. Сделана она как бы вручную, в домашних условиях, но результат превзошел все ожидания. И вот этот уникальный и последний кусочек этой кожи, в чем прелесть? Оптика просто бесподобно чистит оптику. Для операторов, для фотокорреспондентов. Был здесь один представитель очень серьезной компании, фотокорреспондент, у которого аппаратура стоила десятки, сотни тысяч долларов. И когда Ахмед ему предложил попробовать, он как бы, у него рука дрожала, он не хотел даже наносить, потому что такого рода оптика сопровождается специальными чистыми. И когда он попробовал, он уже второй год, он от нее оторваться не может. Ее можно стирать, ее поглощает полностью все жировые пятна, которые есть на стекле, на кристаллах, на самой оптике. Ахмед Келигов также является частным предпринимателем, который уже десятки лет поставляет в нашу республику медицинскую технику, сотрудничает с известными европейскими компаниями в этой области, а также производит монтаж и установку оборудования. Наша фирма уже 10 лет на рынке. Мы официальные представители немецких фирм. Это знаменитые фирмы, которые уже свыше 100 лет на рынке. Это фирма Dräger, Karl Stotz, Ava Medical, Siemens, Toshiba и многие другие. БМТ, чехословацкая фирма, Amico, российская ведущая фирма, тоже мы официальные представители сегодня. Работаем с ним уже в течение, можно сказать, плотно уже работаем в течение 6 лет с этими фирмами. У нас на фирме есть дипломированные инженеры-медтехники, которые на сегодняшний день могут обслуживать любое оборудование. Мы занимаемся обслуживанием, установкой и продажей медтехники. Ахмед получил от администрации города звание «Человек года» в области благотворительности. Приятным стало и то, что Ахмед был включен в энциклопедию «Россия в лицах». Также в книгу заслуженно внесен глава администрации города Назрань Алихан Тумгоев, с приходом которого город приобрел новый облик. В городе созданы все благоприятные условия для проведения жителями досуга. На его территории находится несколько парковых зон, скверики, где дети, молодежь, люди старшего поколения могут прийти и приятно провести свое свободное время. В районе завода расположен парк «Аллейка». Здесь же и мемориал участникам Великой Отечественной войны. Другим местом досуга стал сквер. Он носит имя Михаила Юрьевича Лермонтова, который горячо любил и тепло отзывался о Кавказе. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. И в этом году мы приняли делегацию Русского географического общества, представителей города Пензы, которые приурочили свой автопробег вот этому событию. Они проехали с Пензы всю среднюю полосу России, побывали на Северном Кавказе и продолжили они свое путешествие до Республики Крым, до нового субъекта Российской Федерации. Мы их встретили вот в этом сквере, здесь возложили цветы этому гениальному человеку, который написал очень много хороших, красивых, глубоких, смысловых строк о Северном Кавказе, о людях, которые населяют Северный Кавказ. Вот этот сквер мы ввели в эксплуатацию в прошлом году, в канун празднования 232-й годовщины города Назрань.
Назрань по праву можно назвать культурной столицей республики. На его территории расположен Дворец культуры, в котором проводятся концертные программы, театральные постановки и другие массовые мероприятия. При нем функционирует театр имени Базоркина, а также здесь размещена и городская библиотека. Долгое время дворец не реставрировался, но сегодня при содействии администрации города проведен капитальный ремонт. Здесь у нас проводятся важные общественно-политические мероприятия вместе с главой республики, вместе с правительством. И встречи иного рода бывают. В данный момент у нас находится в Дворце культуры театр имени Базоркина и центральная библиотечная система. Недаром музей называют гением времени и духом народа. В 1993 году Назрановский музей боевой и трудовой славы был преобразован в Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Музей стал делом его жизни. Он начал собирать материал с 1970 года, а в 1973 году он открывает первый в Ингушетии краеведческий музей. В настоящее время Музей краеведения проводит экспозиции и выставки не только в республике, но и в других регионах страны. За вклад в сохранение национальной самобытности и укрепление единства народов России Ингушский краеведческий музей награжден дипломом Ассамблеи народов России, а в 2013 году музею присвоено звание «Патриот России». Наш музей ведет большую патриотическую и воспитательную работу с молодежью. И я считаю, что и по сей день музей в Назрани является как бы центром, куда стекаются и интеллигенция, и молодежь. Она как диалог между подрастающим поколением и более старшим поколением. Совсем недавно был открыт памятник основателю Орцхакарцал Мальсагову. Я считаю, что это очень знаменательное событие для нашего города. И чтобы и гости нашей Ингушетии могли увидеть такую, это очень красиво и знаменательно для нашей республики. Назрань – это старинный город с богатой историей и культурой. Он с каждым днем строится, развивается, создавая уют и красоту для горожан, да и всем жителям республики. Ибо Назрань – это город консолидации всего ингушского народа. Больше всего привлекает нас сегодняшняя Назрань тем, что она хорошеет. Особенно, вот лично мне, как жительнице Назрани, нравится то, что наши улицы становятся чище, что они становятся красивее, то, что у нас развивается парковая культура, то, что в Назрани, в принципе, можно сказать, не было в прежние времена. И это очень ценно, потому что город, он должен быть не только городом-тружеником, он должен быть центром культуры. Нужно сказать, что Назрань и назрановцы, они во все времена были активнейшими участниками исторического процесса. Ты любовь и моя и песня, ты прекрасней поднебесья, мы отныне будем вместе, милая Назрань. Как светла и как любима, как твое прекрасное имя, о, Назрань, прими от сердца дань. Разве я тебя забуду, если ты подобна чуду, ты везде со мной и всюду, милая Назрань.